На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Состоянию здоровья президента ничего не угрожает. Операция прошла успешно. Сообщение пресс-службы главы государства. И не было с той минуты на Кавказе ни абхазов. На сцене Абхазской государственной филармонии состоялось театрализованное представление «Позывной 12». Ни по одному обвинению вину не признал. Подсудимый Эрик Чкаду отдал показания суду. Начнем с официальной информации. Состоянию здоровья президента Аслана Бжания ничего не угрожает. Как сообщает пресс-служба главы государства, после тщательной диагностики было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего глава государства продолжит свою командировку в Российской Федерации. Напомним, ранее пресс-служба президента сообщала, что во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где прошел необходимое обследование. У президента было диагностировано обострение мочекаменной болезни. Накануне в Сухуми на сцене Абхазской государственной филармонии состоялось театрализованное представление «Позывной 12», где рассказывается о добровольцах, пришедших на помощь Абхазии в первые же дни войны. А «Позывной 12» — это позывной первого добровольца, героя Абхазии генерала Султана Сасналиева, который прибыл в Абхазию уже 15 августа 1992 года. Мероприятие организовано Управлением культуры столичной администрации. Слово Элеоноре Гилаян. Султан Сасналиев и управляющий делами КГНК Баукишеев 14 августа 1992 года, получив известие о нападении Грузии на Абхазию, быстро собрали небольшую команду. Вопрос с транспортом тоже решили моментально. Двоюродный брат Шериева на Икарусе совершал рейсы в Турцию, Сирию, Иорданию, где проживали многочисленные черкесские диаспоры. Он и вызвался совершить этот важный рейс в Абхазию. С внешней стороны его Икарус был расписан латинскими и арабскими буквами. Группа Султана на российско-абхазской границе узнала о том, что грузинские войска только что высадили десант и захватили город. Любой офицер, маломальски знакомый с военным искусством, остановился бы здесь, искал бы другие пути в обход захваченного грузинами города. Но Сасналиев считал, что нельзя терять время, ведь совершенно неподготовленная к этой войне Абхазия нуждалась в незамедлительной поддержке со стороны конфедерации. Султан мгновенно принял единственно верное, но крайне опасное решение. Он скомандовал своим бойцам лечь на пол Икаруса, так, чтобы было видно только его и водителя, и направился навстречу грузинским войскам. Как выпускник военной академии, он знал правила ведения войн, которые заключаются в том, что нельзя стрелять по гражданским. Фашистам эти правила не знакомы. Простое везение заключалось в том, что они были настолько увлечены грабежами, вследствие чего и допустили халатность. Гави и Карусу Султана перекрыли дорогу грузинских солдат. Он крикнул им, что спешит вывести детей. По надписям на автобусе оккупанты должны были понять, что он пустой и собирается вывести иностранных детей, якобы отдыхавших в летнем лагере. Госсоветовцы, ничего не заподозрив, пропустили его. Второй вражеский кордон Султан Сасналиев прорвал, скомандовав водителю «Вперед!» на полной скорости. Так в Абхазию приехали первые добровольцы. И не было с той минуты на Кавказе ни абхазов. Театрализованное представление «Позывной 12» – это посвящение лидеру добровольческого движения Султану Сасналиеву и в его лице всем добровольцам. Что мы знаем о Сасналиеве? Полководец-генерал пришел на помощь в тяжелое время. А каким он был ребенком? А юношей? Султан принес домой радиолу, которую ему подарили как лучшему механизатору. В то время это был настоящий предмет роскоши.
отсутствие султана мы, пытаясь найти какую-нибудь волну с музыкой, нещадно крутили ручки и нажимали на кнопки. Мать султана постоянно кричала: Осторожно крутите, сорванцы, а то вам от султана влетит. Командный язык отработан. Внешний вид всегда чист и опрятен. Повседневного контроля за поведением не требует. Хранить военную служебную тайну умеет. По характеру спокойный и выдержанный. Организаторы позывного «12» Управления культуры столичной мэрии собрали и переработали множество воспоминаний, свидетельств и, конечно, эмоций. Так вспоминает свое знакомство с султаном Сосналиевым Фатима Берая, связистка Восточного фронта. Наконец налаживается связь с Большой землей. В аду боевых действий слышу через наушники спокойный, размеренный, внушающий уверенность голос. Самшит, я 12-й, доложить обстановку. Так я знакомилась вначале с его голосом, а потом после войны и с ним самим. Тяжелые наступательные операции, успешные и неудачные. Армия создавалась долго, сложно, ценой жизней. Султан Сосналиев тяжело переживал неудачи. Пережить неудачное наступление морально очень тяжело. Видеть, как погибают люди, как остаются невыполненными поставленные задачи. Когда ты ответственен за 1000 людей, когда посылаешь их в бой, зная, что половина из них не вернется. Выдержать это невообразимо тяжело. В таких случаях, как и весь командный состав, он завидовал рядовым. Легче было схватить автомат и бежать в бой, чтобы тебя убили, бежать в бой, чтобы убили, но только не видеть всего этого. После мартовской операции полковник Сосналиев выступил инициатором определенной реорганизации вооруженных сил с переводом их на бригадную систему на Гумистинском фронте. 25 апреля 1993 года Сосналиев возглавил Министерство обороны, а 21 мая вышел указ о присвоении ему воинского звания генерал-майора. В программе было много национальных танцев, представителей всех народов Кавказа, пришедших на помощь в войну. В официальной части с трибуны выступили политические и военные деятели. Из 2000 добровольцев 51 присвоено звание Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, медалью за отвагу 623. Владислав Григорьевич Арзумов уделял особое внимание добровольческому движению и с великой благодарностью обращался к ним. В этой священной борьбе, говорил он, мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира, протянувших руку помощи. Им, добровольцам во главе с султаном Асланбековичем, было принято мужественное решение и прибыть в Абхазию, чтобы помочь нам всем. Миссия добровольческая, она очень сложная. История знает много войн, где присутствовали добровольцы. Но я хочу здесь подчеркнуть то, что те люди, которые приехали добровольно из Северного Кавказа, из Юга России, казаки, вообще за границей, диаспора, вот они, никто не помнит, что совершили какое-то деяние, что-то, которое могло бы опозорить честь добровольцев. В завершении театрализованного представления на сцену вышла вдова генерала Любовь Сосналиева. Она поблагодарила организаторов за проделанную работу. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. Приветствую всех, кто находится сегодня в зале. Приветствую весь народ Апсны. Сегодня на этой сцене показали султана Сосналиева с позывным 12. Я хочу поблагодарить весь состав, который сегодня так красиво
так достойно показал значимость добровольческого движения, значимость султана. Но состоялся ли бы султан Сосналиев, стал бы он таким полководцем, если бы плечо к плечу с ним не стояли все добровольцы Северного Кавказа, Юга России, всей России и зарубежья. Разве он бы стал бы тем полководцем, если бы весь народ Абхазии не стал рядом с ним? Нет, конечно. Я благодарна каждому, кто помог ему стать тем человеком, каким он остался в истории. Я хочу поблагодарить Налу Хашиг, которая подготовила это мероприятие. Много дней она консультировалась со мной, просила материалы, все, она жила все эти дни только с тем, чтобы достойно показать, как она видит именно султана Сосналиева. В Абхазии быстро разносится молва, вы это знаете. И вот молва мне принесла сегодня такую новость, что у Налы Хашиг сегодня юбилей. И молва сказала, что самый лучший подарок в этой жизни – это сегодняшнее мероприятие, сегодняшний день. Знаете, она многое сделала. Она так тонко, так чутко все поняла о султане. Я просто преклоняюсь перед вами. Я надеюсь, что то, что вот она показала, что самое главное было для добровольцев, самое главное было для султана, но самое главное было для тех абхазов, которые взяли оружие, это свобода. Я думаю, эту свободу вы пронесете и дальше. Мира и процветания всем. И табук дарадзе, и табук. Если что-то мы сделали, что-то упустили, вы нас простите, но все, что мы показали, все, что мы смогли это сделали от души. Вот совершенно искренне. Мы просто проживали историю султана Асланбековича с детства, с легенды. Спасибо вам огромное, что вы и есть. И табук дарадзе, хам тапшаны, ха шахацгалас шахайз. И табук. Спасибо огромному коллективу творческому, которые ответственно отнеслись к этому очень ответственному мероприятию. И табук дарадзе зеге. — 16 августа 1992 года в Сухум вместе с добровольцами из Кабардино-Балкарии прибыли журналисты Юсуф Гукетлов и Олег Гусейнов. В этот же день было записано историческое интервью, где журналисты-добровольцы рассказывают о своем непростом пути в Абхазию, которое вы можете увидеть в нашем сегодняшнем эфире.
Подсудимый Эрик Чкадуа дал показания суду. Он обвиняется по 6 статьям Уголовного кодекса Абхазии, в том числе бандитизм, кража, незаконное приобретение оружия и убийство 3 человек общеопасным способом. Свою вину ни по одному из обвинений Эрик Чкадуа не признает. Подробности у Надежды Боровиковой. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной началось с рассмотрения ходатайства, заявленного адвокатом Автандилом Чкадуа в ходе предыдущего заседания. Суть ходатайства – приобщение к материалам дела заключения независимого эксперта в отношении следов на теле Беслана Бганба. Адвокат потерпевших Инга Габилая и представители Генеральной прокуратуры выступили против. Как следует из вводной части данного заключения, оно было проведено на территории Республики Абхазия в городе Сухум. При этом в заключении не отражено учреждение или помещение, адрес, в котором данное исследование было проведено. В заключении не приложены сведения о том, что эксперт, проводивший исследование, включен в реестр экспертов, допущенных к производству экспертиз на территории Республики Абхазия. В конце данного заключения приложены документы, подтверждающие квалификацию эксперта. Данные о включении его в реестр, однако документа, подтверждающего возможность проведения исследований на территории иностранного государства, не приложен. В выводах данного исследования отсутствует ответ, пояснение, поставлен на основной вопрос номер 1, что говорит о неполноте заключения. То есть вопрос поставлен, а в выводах ответа на него нету. Полностью репортаж Надежды Боровиковой смотрите после выпуска новостей. Министр внутренних дел Роберт Киут принял председателя Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия Алания Игоря Кокоева. Смотрите материал пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Киут принял председателя Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия Алания Игоря Кокоева. Во встрече участвовали советник президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмак Аджинджал и советник президента Республики Абхазия по вопросам спорта Ахра Ашуба. Генерал-майор милиции Киут подчеркнул особое отношение к добровольцам, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии в нашей республике. В первую очередь хотел бы поблагодарить за ту работу, которая вами была проведена в период нашей Отечественной войны. Вчера был праздник, День добровольцев. Для нас, для нашей страны, я считаю, что это очень важный день, когда с нами рядом стали наши братья, друзья, те люди, которые с нами решили разделить наше горе и помочь нам в решении тех вопросов, которые нам были необходимы для достижения победы и независимости нашей республики. Игорь Кокоев поблагодарил Роберта Киут за теплый прием, подчеркнув, что перед МВД стоит ряд сложных задач. Вместе с тем Кокоев отметил, что со стороны хорошо видно качественную работу ведомства. Знаем, видим со стороны Министерства внутренних дел, как тяжелая работа проходит. На войне было легче, там был один враг. Да, это да. Мы с ним жестко боролись. Здесь наши правонарушители, конечно, для вас и брата, и граждане, с ним как-то по-другому приходится. Я вчера вам сказал, я сам сотрудник, бывший на пенсии, знаю, что это такое. Желаю вам в дальнейшем, чтобы все вот это проходило, как говорится, в духе абсурда. Закон есть закон, законом суров, но для всех он закон. Наше братство будет продолжаться с нашей стороны, с общественной стороны. Где мы вам нужны будем в вашей стенной работе. Всегда будем рядом, потому что мы продолжаем традиции наших предков. В ходе встречи Киут и Кокоев обсудили актуальные проблемы и вопросы правоохранительной сферы. Кроме того, министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Актиной Джинджоли. Во время встречи детский омбудсмен озвучила проблемные вопросы, касающиеся социальной реабилитации, безопасности, надлежащего контроля со стороны родителей, обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждены частные проблемные случаи, в которых в отношении детей применялись незаконные действия со стороны родителей. Роберт Киут отметил важность деятельности органа уполномоченного по правам ребенка в республике. По итогам встречи Киут и Джинджоли договорились о дальнейшем сотрудничестве в области защиты прав несовершеннолетних. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба в интервью журналисту Изиди Чане рассказал о своем видении самых актуальных вопросов внутриполитической повестки дня. Соглашение о Сухумском аэропорте имени Владислава Ардзинба, законопроекте об апартаментах и других аспектах.
ратификация соглашения по аэропорту. Хотелось бы услышать вашу оценку данного соглашения. Ну, в целом, конечно, аэропорт нужен Абхазии, и вопрос запуска аэропорта стоит прямо с момента окончания войны. Так или иначе, об этом говорили все президенты. Но то соглашение, о котором вы упомянули, к сожалению, я могу характеризовать это соглашение как, наверное, самое ущербное соглашение за всю историю нашей страны. Я даже не представляю, насколько надо быть некомпетентным, чтобы подготовить вот такое ущербное для нашей страны соглашение. Учитывая еще то, что это вообще, в принципе, политическое решение, основано на политических основаниях. Это принято, вы знаете, почему решение открыть в Абхазии аэропорт. Это воля руководства России. И вот в этих условиях наше руководство, правительство не сумело проработать документ, который хоть как-либо соответствует интересам нашего государства, как краткосрочным, так и долгосрочным. Если его прочитать, там обязательства абхазской стороны расписаны в 20 пунктах. И практически большая часть этих пунктов невыполнимы. Например, абхазская сторона обязуется обеспечить аэропорт 4 мегаваттами электроэнергии первой особой категории. Для сравнения, это 200-260 домохозяйств. Это одно село обеспечить. Смотрите интервью от Гура Ардзинба в нашем эфире в 20:30. 15 лет прошло после пятидневной войны в Южной Осетии и дальнейшего признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Это достаточный промежуток времени, чтобы проанализировать и поговорить, отталкиваясь от сегодняшнего дня, про упущенные возможности и перспективы в грузино-абхазском переговорном процессе. Тем более угроза новой войны еще не снята. О субъектности в переговорном процессе, о женевских дискуссиях и возможности их трансформировать редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик беседует с историком и политологом Астамуром Тания. Нас даже нельзя сравнивать с другими постсоветскими конфликтами. То есть в известной степени все конфликты похожи. Потому что там они возникают из экономических, политических противоречий, этнических противоречий, религиозных. В этом смысле они могут быть похожи. Но, естественно, у каждого конфликта есть своя специфика. В этом смысле, если говорить о специфике, грузино-абхазский конфликт, он не похож ни на конфликт на Горном Карабахе, ни на конфликт между Грузией и той же Южной Осетией. Потому что Нагорный Карабах и Южная Осетия, они ставили перед собой целью воссоединения Карабах с Арменией, а Южная Осетия с Северной Осетией. Абхазия всегда провозглашала, у нас всегда была цель, это создание собственного суверенного государства, потому что это тоже естественно. Во-первых, у нас нет за пределами Абхазии никакого граничащего с нами массива этнического, близкого нам. С другой стороны, никто не может о наших нуждах позаботиться лучше, чем мы сами. Потому что мы знаем, у нас есть опыт, когда об этом заботились другие, и это приводило к известным последствиям. Поэтому, естественно, сейчас тоже, в силу того, что такой новый пропагандистский дискурс возник в связи с событиями в Украине, то опять нас будут сравнивать. Но наша задача все-таки наших властей и нашей интеллигенции, политической элиты, интеллектуальной элиты, это все-таки говорить о том, что в чем целесообразность, в чем суть нашего конфликта, в чем целесообразность нашего существования как независимого государства для нас самих. Мы должны участвовать в этой информационной работе. Потому что, все равно, рано или поздно конфликты будут решаться. И в этом случае все равно придется избирать индивидуальный подход к каждому из конфликтов на постсоветском пространстве. И исходя из этого мы должны формировать информационную базу и правовую базу для того, чтобы эти подходы, они соответствовали нашим интересам.
Беседу Инала Хашик с политологом Астамуром Тани смотрите в нашем эфире. – 15 августа по приглашению посольства Панамы в Никарагуа чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Никарагуа Энар Ладария посетил торжественное мероприятие, посвященное 109-й годовщине открытия Панамского канала. Здесь была представлена информация по строительству, текущему состоянию и перспективам развития канала. В мероприятии приняли участие советник президента Никарагуа Лауреана Артега, глава МИД Никарагуа Денис Манкада, мэр города Манагуа Рейна Руэда, представители различных министерств и ведомств Никарагуа, члены дипломатического корпуса, аккредитованного при правительстве Республики Никарагуа. Министр туризма Абхазии Тимураз Хишба издал приказ о запрете на остановку и выход экскурсантов из транспортных средств на объекте туристского показа Юбшарский каньон, каменный мешок Рицинского национального реликтового парка, сообщает пресс-служба Минтуризма. Приказ издан в целях безопасности туристов. На этом участке Рицинского парка происходят частые камнепады. Министр внутренних дел Абхазии обещал оказать содействие в решении данного вопроса. МВД поможет в установке дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на данном опасном участке в целях предупреждения камнепада и снижения тяжести последствий. МЧС ведет поиски жителя Саратова, пропавшего в районе каньона Хашупсе. Накануне вечером сотрудники ПСО города Гагра выехали на поиски жителя Саратова Долбилова Кирилла Витальевича, 2006 года рождения. Родственники пропавшего в районе каньона Хашупсе обратились к спасателям в 21 час 35 минут. Поиски молодого человека продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Более 40 миллионов рублей выплатят 464 семьям, пострадавшим от наводнения в Гагрском районе. Выплаты производятся исключительно тем, у кого затопило жилую площадь, или же в случаях, когда стихия разрушила домовладение, рассказала спутник замглавы администрации Хана Гунба. По ее словам, выплаты планируют произвести до конца августа. Материальную помощь уже получили 135 семей. Черноморэнерго сообщает, что в четверг, 17 августа, с 11 до 14:00 на подстанции Гудаута-Тяга отключат трансформатор Т2. Будут проводиться работы по монтажу масляного включателя высоковольтной линии МЦАРа. Без подачи электроэнергии останутся подстанции Дурипш и МЦАРа. РУП Черноморэнерго приносит извинения за доставленные неудобства. Новости культуры. Ко дню международного признания независимости Республики Абхазия 26 августа в Сухуми на открытой сцене перед Абхазским государственным драматическим театром состоится открытие 21-го международного фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» при поддержке Министерств культуры России и Абхазии, Росконцерта, Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль стартует с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Главные мужские партии исполнят Арсен Сагаманян и Владислав Сулимский. В роли Флории Тоски выступит Хибла Гирзмава. Следующий концерт фестиваля состоится также на открытой площадке 28 августа у Пицунского храма. Примадонна оперной сцены выступит совместно с лауреатами первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хибла Гирзмава. Абхазский государственный драмтеатр поедет на гастроли в Уфу, сообщает Апснепресс. Генерального директора Абхазского драмтеатра Алхаса Чулокова, находящегося в Уфе, для решения организационных вопросов, связанных с гастролями, принял премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Зрителям столицы Башкортостана Абхазский театр предложит 2 спектакля: «Пешком» в постановке народного артиста Абхазии Валерия Кове и «Саре» в постановке заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун. Гастроли состоятся с 10 по 14 сентября.
О спорте. Болеем за нашего боксера. Соглавный бой уникального турнира по боксу от РСС. В четверг, 17 августа, Игорь Адлиба сразится с Александром Котовым на большом турнире на аллее КРК «Уралец». Игорь Адлиба продолжает свою карьеру после первого поражения. В мае 2023-го сильнее оказался Максим Черничук. Они с Игорем устроили очень зрелищный поединок на большом турнире РСС Boxing Promotions. Адлиба не привык легко сдаваться, поэтому не стал брать большую паузу и сразу постарается закрыть поражение. Игорь все еще входит в топ-10 российских боксеров в этой весовой категории. Ему всего 25, и мечта стать чемпионом мира никуда не делась. Сейчас о погоде. В четверг, 17 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, очень высокий индекс ультрафиолета. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 22 до 27, днем от 30 до 35 градусов. Температура морской воды 29 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.